Никак не можем проехать, наслаждается Аида. Нашла лужу, все. Купальный сезон открыла. Аида. Батя. Беспризорник Беттена. Охладила себе. Лах-лах. Bak bunam. На, купатти. Давай, купатти. Давай. Передумала. Все, ждать не будем больше. Догонишь. Мне надо гонить нам Оска. На первой скорости приходится ехать. Вообще убитая дорога. Оваду сколько, блин. Залетает в кабину. О, чего-то чука то есть. Так я ствовше. Какая-то машина тоже поднялась, видимо. Нива, наверное, проехала тут. А, блядь. Нормально, да? Вообще только на лето, а что будет осенью в этом году? Фу. В общем, едем за веником. Сегодня будем собирать веник. Ох, дорога ужасная. Айда уже устала ждать нас. Пешком идем. Надо бежать. В какой степени медленно едем. Короче, хана здесь дорога. Скоро будем, если частники не поедут по этой дороге, лес рубить. Может, тогда еще дорогу как-то отремонтируют. Хоть немножко. Бульдозером надо тут поработать. Мосты уже стали гнить. Все гниет. Не знаю, сколько лет назад это все последний раз ремонтировали. Давно уже было. Тулам они взяли сегодня. Вот, купается. Смотрите, сколько овада. Сейчас лосям гибель. Лоси, медведи умирают на день. Они сейчас лежат где-то в речке по шее, там воду, ну, до головы прячутся вообще. Одна голова торчит и все.
жара. И из-за этого вот все желтые оводы, желтые. Бывают черные, они мелкие, а это желтые, но они как воробьи. Они на горячие вот летят, на горячий двигатель, на горячую машину. Улан дома сидит. Улан они взяли. Это следующий поход, наверное, возьмем. Сейчас в тайги зайдем снимать. Не будем там, невозможно что-либо снимать. Как выйдем к речке, там уже будем, может, поснимаем что-нибудь. Да-да-да, дорога она. Сейчас надо на часу там на там дорога. Березы как-то есть. Бродим по тайге. Интересно, грибы вышли, нет уже после дождей-то. Первые дожди были. Где уже грибы пойдут. Навстречу летит уже груженный мотоцикл. Бежит, аж летит. Я не знаю, какой скорость он набрал. Но над овода так летит быстро. Я думал, что мотик так быстро едет. Женя. Да, уже? Рыбак. А этот что-то там бормочет, лает. Так, наверное, здесь оставим машину и зайдем в тайгу. Побродим по тайге. Так. Сейчас покажем, что на улице творится тут. Гул такой, слышите? Гул. Сейчас хоть ветерок поднялся. Немножко ветерок. Небольшой. Айда. А? Много овада, много. Прививки делают людям. Так, надо бересты еще снять. Но куда ни посмотришь, уже все деревья без бересты стоят. Но от этого дерево не погибает. Это уже доказано. Вон там кругом деревья уже без бересты. Ну не знаю, посмотрим. Что-то найдем или нет. Фу. Так. Нормально. Нормально овада. Хороший материал, чтобы что-то сделать из этой бересты. Ну, много чего делают, там всякие украшения. Наши коми народ. А мы используем для розжига печки там дрова. Сейчас в основном дрова продают сосна, елка и береста. Бересту так заготавливаем. А от этого дерево не погибает, ничего с ним не случится. Да, блядь. И, как сказать, профессионалы также в это время, в эту пору, они идут в лес, но так не рубят, скажем, бересту, а выбирают дерево, определенно выбирают дерево. Это я лично не умею, даже понятия не имею, но по слухам там они дерево спиливают, потом режут чурки режут, и такая приспособа есть, приспособа, и отделяют бересту, ну, как шомполом отделяют, и уже из этого делают туис, по-нашему называем. Но это, конечно,
очень тяжелая работа и трудоемкая. Не все умеют, не все смогут так сделать. Смотрите, сколько комаров. Это небольшая часть. Так что желающие приехать отдохнуть в тайгу, смотрите, что творится. Сейчас немножко мы помазались, и сейчас днем жаркая погода. Днем жаркая погода и немножко ветер. А так, если вечером, вообще невозможно куда-либо выйти. Так что это не отдых, а это выживание, можно сказать. Все, дальше будем работать. Так, ну вот, береза, где вот сняли уже, как сказать, бересту. Вот тут тоже снятая береста. Это уже, может, лет 10 назад снимали. Дерево стоит. Но эта береза как сорняк, я считаю. Ой. Неубываемый. Ай да, плохой бы ты что. Вон, лежит, наслаждается. Вон она, Коми Республика. Видели? Вот это наше счастье. Это южное. А это тоже он места не находит. Ова откуда-то исчез, наверное, возле машины все. А возле нас вот это радость. Да? Это. Вот это радость возле нас. Ай-яй-яй. Еще дня, Мартин. Вон, уйди. Все. Вон. Уйди. Поснимаем звук природы. Вот сейчас бы на рыбалку Захарию там по таежной речке. Кайф получишь. Ну да. Комарье так комарье. Ничего, мы прошагали, даже машины не видно. Надеюсь, не украли нашу машину. Все, подтопали обратно к машине. Нужное количество бересты мы собрали, а больше и не надо. В будущем году опять сколько понадобится, наберем. Сейчас уже ебить твою. Блин, что за землетрясение тут под ногами? Ну айда, блин. Вот смотри. Вот такое наслаждение у нее. Она не любит чистую воду, а лучше в грязи поваляется, как поросенок. Айда! А второй осторожничает, в воду не лезет. Обойдет так аккуратно лужу. Так, ты что, диктуй власть? Такс. Ладно, мы пока продолжаем делать свои дела. А, вон машина. Вон наша машина. Где-то с полкилометра, наверное, прошли мы. Такие бересты набрали. Ну, хорошо тебе. И вот так, даже в лесу звери, вот так они в речку заходят, только голова торчит, и все. Потому что нестерпимо терпеть там оводы, вон, комары. И они в лужах, в озерах, в реках они лежат. Крупные звери там, медведи, олени, лоси. А в тундре вообще ужас, что творится там. Что-то слышал, даже оленей до смерти могут искусать. Столько комаров. Это в больших тундрах. Да, это. Ну, почти все уже. Шубу поменяла там.
Сейчас уже новая шерсть выйдет. Ради этого тоже взял на прогулку, чтобы быстрее эта старая шерсть выпала. Где-то ветер гуляет, а возле нас ветра нету. Ага, сейчас к речке еще съездим. Когда уйди, из тебя тошно, блин. Что творится? Где еще понятно. Где еще понятно сейчас. Что творится в рейке. Если не сразу так, ну, как сказать, кучу замотать и намотать, и сразу вам так, ну, быгыстем из такой, что он так. Вот дурдом, вот дурдом сейчас. Июль месяц еще такой будет. А в августе там комаров будет меньше, но выйдет мошкара. И в свое время каждый год надо что-то заготавливать. Сейчас вот время пришло, но где-то неделя, наверное, вот такой период, когда береста выпадает. А если это время проморгать там, и можно без бересты остаться, потому что жаркие дни уйдут и ну, определенное время. Как и вода, ну этот, берестовый вода. Березовый сок. Как и весной березовый сок. Не вовремя пошел в тайгу, а там уже березовый сок не идет. Даже такое может быть. Вот так вот раз. Если дрова, скажем, привезут из березы, не надо париться, там, думать, что тебе надо где-то найти бересту или еще. Это дрова ты занес домой, и когда перед тем, как закинуть в печку, там ты снял бересту с этих дров, и все. Уже пока добавить нечего. Выживаем. Вообще кошмар. Как раньше без антикомарина жили. С антикомаринами то ничего эти комары не боятся. Ни антикомарины, ничего. Да, тяжковато сейчас, если тайга работает. Тяжковато. Еще, ребята, хочу добавить, для чего я использую бересту, где использую. Если, скажем, где-то я делаю фундамент, скажем, хоть небольшую постройка там, если цементом фундамент делаю, обычно коробку в углу там под постройкой, я всегда кладу бересту. Не рубероид. Рубероид в редких случаях, если уже нету береста. Если у меня в наличии есть береста, это я стопроцентно я ложу бересту. Блин, не знаю, откуда ветер дует, не знаю, как со звуком. Потому что порыв ветра бывает так. Фу, блин. Вот так, вот такие дела. Невозможно снимать, блин. Что такое, блин?
В общем, береста в многих случаях помогает там. Материал такой не гниющий и долго не гниющий. Прослужит больше рубероида, дольше. На крышу можно, под фундамент. В разных случаях в жизни можно использовать бересту. Гибель. Ужас. Это да, вот это жуют меня. Сейчас, наверное, дождь скоро начнется. Что-то тучи надвигает. Скоро уже машина. Че она лает? В машину хочет залезть или что? Айда. Гудит. Шумит. Пыран. Она уже место, наверное, не находит. Вот смотрите, овода сколько тут. Пыран. Вон следующая машина какая-то едет. Едет машина. Айда. Сейчас посмотрим, кто там, что там. Что там, что там. Оп, вот это. Тоже за веником съездили. Съездили тоже за веником. Куда? Ну? Так. Ладно, сейчас. Фу, блядь. Вообще жесть. И в кабину они залезли, блин. Все, оводы, комарье. Так, айда пробежится еще. Съездим до речки, там веник наберем и обратно поедем. Короче, овод самый хороший учитель для собак. Без никакой команды. Он сразу зашла в кабину и послушно так легла, лишь бы не выгнали на улицу ее. Да, и да. Хотел посадить в кузов, а она не села. Думал, не заведется. Ай, да. Пошли мы. Давай съездим еще до речки. Съездим до речки. Уже подъезжаем к речке. Последнее плохое место тут озеро. Вот здесь озеро выходит. Ну, сейчас на УАЗике проехали, значит, терпимо. Ну, на мотике буксуем обычно, вот там обходим, въезжаем. Яма каждым годом все глубже получается. Ну, там грунт такой плотный, твердый. Здесь чуть-чуть ветренее, конечно. Сено еще не скошено, луга не скошена. Чуть-чуть рановато, где-то числа 10-го, наверное, люди поднимутся, кто скотину держит. Здесь небольшие участки еще сено косят. Айда. Хорошо тебе? Хорошо. Тепло тут. Комаров меньше. Да? Сегодня Тулан один дневалит дома. Сторожевой песик наш. Думает, куда все уехали, ушли. Одного меня оставили, наверное, плачет так. Вот так. Все. Больше дальше не поедем. Здесь и остановимся. Вот наш ручеек. Название Мишера. Мелко тут. Все, приехали. Хорошо. Ты выйдешь, нет? Давай, ходи. Мам, так. Вот она. Свобода. Первый раз в этом году на машине. 2 раза, наверное, или 1 раз. 1 раз, наверное, поднимались на верхнюю избушку по этой речке здесь.
Лодка где-то поднимается, тоже слышно. Ветерок. Ветерок. Повезло, сейчас будем снимать его. Куда-то в верховье поднимается. Здесь веник еще наберем и обратно. Напарник мой поймает еще щуку. Уху будем варить. Щуку и 2 окуня достаточно для свежей ухи и свежей рыбы. Здесь поспиннингуешь. Туда повыше поднимешься. Ну, вон там ветерок летит. Есть еще люди, которые на ветерке бегают. Не знаю, кто вот только сейчас. Когда зумом приближаешь, там, блин, да. Руки трясутся. Сейчас поближе подъедет. Посмотрим, кто там едет. Дует. Ветерок, хорошо тут. Но, давай. Спрашивай, кто там. Николаш. Между прочим, этот хозяин у Айды мать у этого хозяина. Ну, короче, я Айду взял у этого мужика. Там у него сучка была. И у этой сучки я взял Айду. Вот именно у него.